Друзья, привет! Смотрите, я на природе. У меня сегодня выходной. Да, мы действительно выехали на природу, но у меня сейчас будет урок. И несмотря на то, что у меня суббота и отдых, я проведу, я думаю, последний урок в курсе астрологии и релокации. Почему думаю? Потому что у нас сегодня практикум. Мы будем реферировать по своим домашним работам. Я буду закрывать вопросы, хотела сказать, студентов, да, тех, кто пришел на курс, по их локальным картам. Мы будем говорить о том, что обычно не замечают те, кто анализирует карты переезда. И знаете, в целом курс получился очень хороший. Я сегодня даже этой группе бесплатно открыла на 2 суток большой модуль про положение управителей в домах гороскопа, потому что, проверяя домашние работы, заметила, что не у всех достаточно глубокие знания, и поэтому этой группе совершенно бесплатно, вот на 2 суток мы открыли этот модуль. Почему на 2 суток? Потому что чтобы каждый посмотрел, да, чтобы помотивировать и понял, каких знаний, может быть, действительно не хватает про дома, про управителей, поэтому трудно анализировать релокацию. А вообще у нас было очень много интересных примеров того, как срабатывает релокация. И были примеры удачной релокации в курсе, да, вот в домашних работах студенты описывали, и были примеры не очень удачной релокации. И дело не в том, что вы можете найти одну страну, которая вам вот прям будет хороша для всего. Это так не работает. Как сказала одна студентка, у которой очень удачная релокация произошла, знаете, интуитивно человек выбрал страну, и все получилось. Она сказала так, что релокация, да, переезд, он не меняет твою судьбу, но он как бы помогает тебе ярче и интенсивнее проживать твои естественные состояния. И эти естественные состояния радости, позитива, достижения, да, вот всего хорошего. И если удачная релокация, тогда действительно у вас ваши естественные способности, естественные таланты, навыки и компетенции становятся более востребованными, поэтому вам и комфортнее в этой стране. А если релокация, трактор, да, это деревня, у нас тут посевные работы и много всего. А если релокация неудачная, к сожалению, в большей степени активизируются именно слабые зоны натальной карты, активизируются слабые зоны личности, да, и тогда человек попадает в такое стечение обстоятельств, где он больше чувствует дискомфорт. Но то, что мы еще выяснили на этом курсе, огромное значение имеет не только сама карта релокации, но и период, когда вы переезжаете. И если даже хорошая страна, вы переезжаете во время плохих периодов лично для вас, это видно по прогностике, то не поможет вам хорошая релокация, все равно будет плохо. Поэтому первое – это найти страну. Второе – это определить период, когда переезжать. И третье – еще уметь делать тематический анализ, потому что есть страны хорошие для каких-то узких тем, а для каких-то тем не подходят. Например, у нас одна студентка в этой группе очень удачно переехала в страну, где она развила свое творческое хобби до уровня профессии международного формата. Она стала очень востребована в международном формате, да. И эта страна была прекрасна для тем Венеры, творчества, публичной деятельности. Для каких-то других тем не очень. Но ей и не надо были другие темы. Поэтому с релокацией много подводных камней, много нюансов. Если вам интересен этот курс, в нашей школе он проводится, я не знаю, раз в полгода, да. Следите за тем, когда будет следующий набор. Мы учимся дистанционно, то есть смотрим видеолекции в записи, и практикумы у нас проходят онлайн. То есть мы встречаемся в онлайне, обсуждаем ошибки над домашними работами, точнее, в домашних работ, да, и делаем анализ. Спасибо, пока.